Молока и так нет, а оно еще и жидкое. Молока на двоих у Джамал не хватает с самого начала. Гражданский муж девушки сбежал почти сразу после того, как узнал, что у них будут близнецы. Без работы, денег и жилья в огромном мегаполисе она осталась одна. Познакомились с отцом детей в Москве. Все было нормально. Он платил за квартиру, покупал продукты. Мы сделали никах, жили вместе. Позже он сказал, что его мама болеет. Сказал, что съездит в Кыргызстан. Перед этим заплатил за квартиру, купил продукты, одежду и пропал. Он знал, что у нас будут близнецы. Когда я сказала ему об этом, он обрадовался. Хотела искать его, но ни у кого нет его номера. Я отсюда никуда не уеду. Назад в Кыргызстан ей нельзя, родители боятся позора. От отчаяния Джамал даже отдала своих детей более обеспеченным землякам. Но через 2 дня девушка забрала своих малышей. Это были хорошие люди, живут в достатке. Они смогли бы их вырастить. Я просто побоялась, что останусь на улице с малышами. 2 дня они жили у них. На 3-й день я сама не выдержала и вернула их. Свой телефонный номер Джамал не меняет. Боится, вдруг позвонит муж и не найдет ее. Дети похожи на отца. Дочку зовут Амина, сына Амин. Родились с весом по 2 килограмма 30 граммов. Недоношенные. В Москву Джамал приехала всего год назад. За это время она услышала еще десятки таких же историй. В местную газету, популярную среди мигрантов, нередко об этом пишут письма. Обычно спрашивают наши соотечественники, которые хотят усыновить детей. А те, которые хотят оставить, были письма. В основном у нас девушки сидят, потому что перед родителями, потому что они не выходя замуж, произошло у них. Были случаи и продажи детей, но чаще всего, по словам редактора газеты, кыргызстанки делают криминальные аборты или передают детей своим соотечественникам. Девушка узнала, что она беременна, у нее было, что УЗИ показал, что 2 детей, она хотела сделать аборт. И гинеколог позвонила своей знакомой, которая хотела усыновить детей. Получается, они договорились так, что в протяжении всей беременности она жила у них, и родила она по паспорту той женщины. Точной статистики по количеству детей, рожденных выходцами из Кыргызстана, в России нет. Однако представить, сколько из них оставлено в детских домах, можно, заглянув на сайт усыновите.ру. Сами мигранты говорят, что отличить кыргызских детей можно просто по фотографии. Джибек Бигалиева, Ляззат Такырбашева. Настоящее время.